Илья Туречен. Крайний случай. 9 мая 1945 года разгромленная фашистская Германия сдалась. Смолкли орудия, остановились танки, отвыли сигналы воздушных тревог. Тихо стало на земле. И люди услышали, как шуршит ветер, растет трава, поют птицы. В этот час попал Иван на одну из берлинских площадей, где еще догорал подожженный фашистами дом. Площадь была пуста. И вдруг из подвала горящего дома вышла маленькая девочка. Достал Иван из-за пазухи драгоценную краюшку, присел на корточки и протянул девочке хлеб. Никогда еще краюшка не была такой теплой, такой свежей. Никогда еще не пахло ржаной мукой, парным молоком и добрыми материнскими руками. А в этот миг из-за угла выглянул страшный обросший фриц Ржелис. Только одна мысль крутилась в его помутившейся фашистской голове: найти и убить Ивана, найти и убить Ивана. И вот он, Иван, вот его широкая спина. Фриц Ржелис достал из-под пиджака поганый пистолет с кривым дулом и выстрелил предательски из-за угла. Пуля попала Ивану в самое сердце. Дрогнул Иван, пошатнулся, но не упал, побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжелым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ, лицо. Бронзовая девочка на его руках. Бронзовым грозный автомат за могучими плечами. С бронзовой щеки девочки скатилась слеза, ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч. Взялся бронзовый Иван за его рукоятку. Закричал фриц Ржелис от ужаса и страха. Дрогнула от крика обгорелая стена, рухнула и похоронила его под собой. И в ту же минуту краюшка, что оставалась у матери, тоже бронзовой стала. Поняла мать, что стряслась с сыном беда. Кинулась на улицу, побежала, куда сердце повело. Спрашивают ее люди: куда, мать, торопишься? К сыну, с сыном беда какая-то. И подвозили ее и на машинах, и на поездах, на пароходах и на самолетах. Быстро добралась мать до Берлина. Вышла она на площадь, увидела своего бронзового сына, подкосились у нее ноги. Упала мать на колени, да так и замерла в вечной скорби своей. И если на родину нашу нападут враги, а живет Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат и горе врагам. Вечная слава солдату Ивану! Спасибо за внимание.